oleme jõudnud lõunasöögi kohta. Deklaratsiooni täitmise siin ära, sest pärast seal tollis või selles piiripunktis võib-olla, kuigi piiripunkt on kaugemal, aga siis on lihtsam, et saame võib-olla kiiremini. Я рад приветствовать вас на белорусской земле. Может быть, не все вам здесь понравится, потому что сейчас мы выйдем на проспект, который называется Партизанский. На государственном уровне на сегодняшний день покупать, если не либо новый телевизор, либо приставку к телевизору. Ну, предполагаю, что это какое-то старое здание. Kavalla ja pisikset majad on küll. У нас холодно было, вот только первый день, второй. Мы привезли вам. Сегодня ночью было -2. Да? Ночью, да? Да, было -2. Все, вода замерзла, пчелы съежились, блин. Зовут меня Александр Васильевич Белоусов. Пчеловодством занимаюсь уже 40 лет. Мне было 12 лет, когда отец меня устроил работать на пасеку помощником пчеловода. Он сам тоже был профессионалом. Лет 7 назад, не на этом месте, здесь я только 4 года, я был в другом месте. У нас в Беларуси появилось много коммерсантов, не пчеловодов, которые начали заниматься медом. Ярмарки, все дела. Продажа. Мед пришел со всех сторон. С Евросоюза нет, с СНГ все привозили сюда мед, хотя и пчелами никто и не занимался, эти люди, ну вот они начали работать. И нам, пчеловодам белорусским, стало сложнее заниматься медом. Это так. Поэтому до этого момента я вот такой пасеки получал 3-4 тонны, с трудом, но реализовывал, потом стало сложнее. Стало сложнее это делать. И я перевел пасеку на другую работу. Разведенчество, племенная работа, реализация пчел, реализация маток. Спрос на это пока хороший, прямо скажу, особенно в России. Порока какая? Краенка. Работаю с краенкой. Сейчас расскажу. И вот буквально неделю назад, 29 апреля, мои друзья-коллеги, ну они не коллеги, а садоводы с Оренбургской области приезжают каждый год вот в это время за пчелами. Им нужны пчелы опылять сады. Вот. Ну, платят хорошо, $20 за рамку. Вот. И они берут 30-40 семей.
у меня. Значит, смысл коротко такой. Своя посуда у них, ящички. Они приезжают, я даже вот так стою, они сами все делают. Забирают расплод и пчел. Ну, ящики 6 рамок. Им надо, чтобы было 6 рамок расплода. Печатного. И матка. Вот. Ну, в одной семье так рано столько расплода не бывает. Приходится из других семей взять расплод с пчелами. Из 2 семей делаем одну. Упаковывают, загружают, поехали. В зиму уходит 80 семей. 35-40 каждую весну продаю. Потом опять все начинается по новой. Вот такая, в принципе, работа. Урожай какой? Урожай меда. Меда, да? Ну вот, как я и говорил, лет 7 назад, пока я занимался только медом, пчел не продавал, было 50-40 килограмм на семью за сезон. В 2006 году, помню, вот был рекорд у меня, 100 килограмм по кругу на семью. Было такое. Был очень хороший год. Средний было. Некоторые семьи даже превысили эту норму. Сейчас это меньше. Сейчас вот таким положением, как я объяснил, 20-30 на семью получается. Мне вот так хватает. Вот. Потому что я говорил, с реализацией меда стало хуже. Таких 50 и вот таких 50. Вот такая вот, и потом их когда ставлю вот сюда и в другие места вывожу. Вот. Хитрого ничего нет, все просто. Вот такой вот из фанеры быстро летний вариант, когда уже тепло, ночью, днем я вот в них емкость 6 рамок может вместиться. Конкретный отводок может вместиться додановские корпусные рамки. Вот такие вот. Ничего тут такого нет, обычное дело. Вот. Сначала формирую на 3 рамках, беру немного расплода, чуть-чуть, на выходе пчел и 2 кормовые рамки с боков. Вот. И из семьи воспитательницы матку на выходе или живую, или маточник, который выйдет завтра, например, послезавтра. И вот она выходит, он делает облет. Я здесь один, пчеловодов нет, мне никто не мешает в вопросах селекции. И 2-3 семьи работают на материнство, на воспитание маток. Вот. Каждый год у меня смена маток. 2 года редко кто живет из маток. Каждый год их меняю. Вот. Или продаю, вот как вот этой весной они уезжают. Или убиваю и новые внедряю. Из нуклеуса отсюда. Вот, вместе с пчелами. Потом осенью, в сентябре, в октябре, когда вот это уже полное бывает, с молодой последней маткой, 3-4 матки за сезон каждый дает. 4. Ну, в среднем. Ну, от 3 до 4. Вот. Последняя матка моя. Августовская или конец июля. Она уже будет моей. И я там старую матку в семьях убираю. Этих пчел вместе с маткой туда, на усиление, к зиме. Вот. И получается более-менее нормальная семья. 8-10 рамок полностью обсиженных пчел уходят в зиму. Вот. И весной уже легче с ними разбираться и реализация лучше. Как эту зиму зимовали. Но эта зима была достаточно теплая, в отличие от тех зим. Была достаточно теплая, но все равно затяжная вот эта погода сырая. Вот. Ослабла. Ну, вышли так, средние. Были зимы хуже.
и погибали даже. Ну, в этот раз все вышли. 100% вышли. Ну, некоторые хорошо, некоторые хуже чуть-чуть. Поэтому май, июнь, начало, я их успешных, убирая расплод, помогаю бедным. Равняю. Да, расплодом, рамки без пчел. Один расплод, беру рамку расплода. Да, расплод. И таким образом в течение месяца они у меня становятся практически все одинаковые. Тогда с ними легче работать, если одинаковые. 3 семьи работают воспитательницами, которые воспитывают маток. Как только маточник созрел, запечатали. Это F1, да? Да, примерно да. 2 остаются воспитывать дальше. 3 раза, 3 поколения 3 поколения, да? я делаю в каждой семье воспитательницы. А 3-я семья, или даже 4-я, переходит в ранг инкубатора. Я на согревание, на рамку прививочную с матками, с маточниками, собираю их 3-4 в один улей. А на там новые прививки делаю. И так вот у меня идет. Когда они созрели, я их раздаю по нуклеусам. Просто отдельно стартера нет? Стартера нет. Ну, у меня такая емкость небольшая, 100 нуклеусов. Стартер, ну, 20, 18, каждая семья воспитывает за раз. Вот. Как только они запечатали маточники, и я уже кормить им нечего, я им добавляю рамку расплода, чтобы они не ослабли, и новую рамку на прививки, на воспитание. И так потом эта семья, которая воспитывала, идет на расформирование. Или пытаясь в ней внедрить матку, чтобы она продолжала жить дальше. Или этих пчел раскидываю, потому что месяц семья без матки, она становится трутовкой. Уже пчелы трутовки появляются. Есть опасность. Да, есть опасность. Поэтому внедрить матку сложно бывает, даже плодную они такие, даже свою выведенную бывает убивают. Поэтому лучше от них избавиться и на этом месте сформировать отводок лучше, другой. Ну или пытаюсь, иногда получается ее спасти. У вас тут несколько разных линий, да? Я имею в виду относительно трутней, например. У вас не чисто одна линия, только, которая развивается. Ну, чтобы трутни были чисто с одной линии. Значит, Секционно, я расскажу, как это бывает у меня. Потому что давно вот так я занимаюсь. Допустим, с Польши привез 3 матки с питомника. Ну, хорошие, как они говорят. Надо же проверить, действительно ли хороший. Я их внедряю, но с ними не работаю. Они только зиму прожили, вот весной я смотрю, из 3, какая? Кто филонит, а кто работает. Вот, и тогда я с этой матки, с лучшей, делаю материнскую семью эту. Она у меня будет родоначальница, хозяйка всей пасеки. Я меняю их всех с этой маткой. Год прошел, я еду в другую страну или прошу, чтобы привезли другую селекцию, но только краемка. Линия другие может быть, а порода краемка, карника. Вот. Эти, которые были раньше, становятся отцовские семьи. Они только трутней могут. С них я уже маток никак не могу. А вот новые привезенные становятся матками. И так каждый год. Трутни, матки. Трутни, матки. Вот. Весной флуволинат одна полоска. Летом только масло. Пихта, кориандр, еще чего. Вот такие вот полоски ставлю. Осенью аметража.
Вот, только перед зимой конец сентября, сентябрь, конец августа. Вот В виде в этом. полосок И полоски, в виде и бипина. опрыскиваем. Бипин. Бипин. Да, это дело, да. С клещом надо бороться. Если чуть-чуть проворонил, это вы сами знаете, беда будет. Один раз в 2002 году у меня с этой пасеки вот осталось осенью 9 семей. Все погибло. Потому что весной не было обработки. И летом тоже. Лето было очень жаркое. И клещ развивался усиленно. И я потерял пасеку. Было очень жалко, обидно. Но пришлось все сначала. Поэтому я теперь очень осторожно к этому отношусь, внимательно. Вот. А самые хорошие матки, родившиеся в июле, облетелись в первых числах августа. И они, август работают, сентябрь работают. Износ еще маленький у них, молодая. Зимует. И весной она, так скажем, в полном здравии, не испытав нагрузки в прошлом сезоне, работать начинает раньше и с усиленной энергией. Поэтому я, вот как я вам говорил, последняя матка моя, июль-август. 16, а там все ряды 22. 22. И там будут полурамочные магазины на остаток. И еще, да, и 20 рамок сверху, половинка. 20? 20. Половинки. Половинка, 20. С поясой у меня хорошо. Я не буду говорить. Я смотрю, что Pyssyä mahuu 3 raunaa. А сколько маток за сезон продают или как? 200-300. Мне поляки продают по 20. Я отдаю людям 15. Здесь рабочее место. Здесь я работаю. Вот. Здесь всегда прохладно. Утеплил хорошо, 2 потолка, 2 стены, тут утеплил, плитка. Когда 30 градусов жарко, здесь нормально. Моль не бывает. Что такое? Ну, 3 года как это купил. Нормально, да? Если мне ко мне приезжают пчеловоды за матками, за пчелами, я их сначала вымою. Потом только пойдем. Да, да. Вон уже, видите? До 100 градусов температура может. Да. Сверху вот это утепление. Пенопласт 5 сантиметров. Пенопласт, чтобы он не крошился, пчелы не касались, практично легко, можно даже бросить, не сломается. Это здесь передняя стенка утепления, вот толщина утепления, вот такая. Это отсюда и ниже пошло, а здесь доска. Вот. Тоже пенопласт, тоже там стенка, тут стенка. Вот. Внутри тоже есть утепление. Тихо. Тоже есть утепление. Вот пенопласт. Тоже вот так вот. Вот. Пока холодно, я не ставлю. Летом, если жарко, здесь магазинная наставка, я ее вот эти 2 убираю, ставлю. Чтобы воздух менялся лучше. И мед быстрее созревает. Ну, конечно, им легче. Легче, да. А зимой, вот здесь она вот так примерно, 8-10 граммов. А это ставлю вот сюда на край за утепление. Утепление все равно не плотно. Поэтому воздух попадает и вот через эти отверстия уходит. Да. Вот. И сквозняка нет, такой медленно текущая вентиляция. Это очень хорошо. И зимой, ночью холодно. 1 грамм на литр.
соль добавляю. Вторая поменьше, чистая вода. Спасибо, но это мне неудобно. А нам удобно. Неудобно, знаете, как русский скажет. Трусики через школу водят. Спасибо большое. Вот но- этот памятник пробует мой прессованный мед. То приняли решение, да, она уже 100. Nii, kas kõik on kohal? Ülo, palun. Jüri filmib. Jüri teeb pilti, filmib, kes pildi peale ei taha jääda, pange pead liiva alla ja tagasi üles. Nii, kõik on kohal küsida. Kuidas see naabri vahele käib ära uksme? Hakkame siis seisma. Otsa kuvaga. Vaata kui lahe siit on. Teeb ära mesilasele või sellele karule. Из Беларуси, как это было сделано в России, не заявляют, не обнаруживают. Nii nurri võib võtta ilma teesta ka. Koht on täitsa hea. Teeme kohe ringi. Aigo. On ju? Väga hea asi. Ja pool ju. Mis see oled sampoon? Minul ei ole seda vaja. Ei, väga huvitava järelmaitse. Ära seda võta seina. Tegelikult saab püssi ka määrida. Kui rasked ajad tulevad, määrida. Называется Белорусский республиканский союз молодежи, ну, то есть как раньше. По старым временам она была очень болотистая, но по весне, как
Христос воскресе. Да? Вот. И поэтому у нас на центральном канале лежит такая икона, изображающая воскресение Христа. Здесь очень Yhdestä puusta tehty. No aapelista. Joo, aga у нас лес, человек подходил к дереву, слышал какой-то гул. Иногда бывало так, что дерево сломанное, и скрывал гнездо пчел. Чтобы пчелы не жалили, было придумано вот такие вот. Что в руки надо дать? Зимаре еще не было придумано. А вот такая вот палка, держи. Здесь вы видите тряпка какая-то, обмотанная корой березы. Поджечь, она будет дымить. Готов он? А как он откроет гнездо? Kuidas sa lahti teed selle pesa? Sa saad veel mingi asja. Sõjaväes. И пчеловод вот так дул сюда. Отсюда выходил дым.
Это известен вот именно на территории Украины и Полесья. Тут и вырезались из гнезда, складывались в этот рюкзак. Тома, рюкзак потом повешаешь, хорошо? Вот. Его растолочь, вот в такой мешок, и он самотеком будет вытекать. Либо сдавливать этот мешок вот такими вот клещами, чтобы быстрее этот процесс шел. Вот. Ну, потом была придумана медогонка. Самая простая медогонка, это вот у нас вот такая вот штука есть. В виде коробки такой, куда вставляется сот, уже скрытый. Это обычно втыкалось в землю, но тут у нас в кафель не воткнешь. И пчеловод раскручивал вот таким вот образом. Вот. Тут у нас это находится на стадии восстановления. Нашли вот именно старую вот эту часть. Не знали, что это такое. Я сразу сказал, что это вот именно от медогонки, вот эта крестовина. Туда ставятся рамки. Мешок с воском, с сотами, сушью вот этой грязной какой-то там. Растопленные, они точнее такие вываренные. И вот такой вот молоток, им стучат по этим клиньям. И постепенно выбивается, то есть он спрессуется в воскобойне. Это мои свечки все. Вот, давайте вот так вот. Вот это маканием. Когда натягиваются вот так, как струны фитили, и многократно опускается в ванну с воском. Это та братская свеча, о которой я вам говорил. Вторая. Вот она так выглядит. Как это сделано? Как сделано? Хорошо, рассказывайте. Привозите ко мне воск, и я делаю. Очень просто. Секрет. Ноу-хау. Вот. Воск дробится на мелкие кусочки и бросается в горячую воду. Там он нагревается, становится очень мягким. Надо вымять вручную. У нас много. Каждый берет кусочек воска и выминает, чтобы не было мелких крупинок. Вот. Затем, вот такая вот, эта подставка будет. Она вставляется вот в эту деревянную основу. И за одним это является шаблоном толщины свечи. Вот это. Этот фитиль я плел вручную. Ну, там уже сами смотрите, как найдете шнурок или еще что-то. И вот этот пластичный воск налепливается на этот фитиль. Налепливается, получается как колбаса такая большая. Ее мы срезаем, кладем вот в этот лоток. Вот видите, у нас вот лоточек, чтобы перенести вот этот. Здесь у нас стоял стол. Мы выложили эту заготовку, сверху положили лист фанеры. Сначала вручную покатали, а потом этой фанерой выкатывали. Где-то получились какие-то неровности, мы еще добавляем воск. Долепили, вот сюда добавили. И потом еще раз прокатали. И так вот пока не получилась необходимая толщина, необходимый размер. Все просто. Примерно сколько это горит? Это год будет гореть. Год. Но она не горит каждый день, да? Мы ее зажигаем на службу. Она будет гореть больше года. Здесь на гвоздях у нас укрепляются фитили. Вот. Потом этот фитиль мы пропускаем через вот такие волочильные глазки, так называемые, начиная с самых мелких. Кто-то сказал калибратор, говорят еще фильеры, матрица. Ну, все это будет верно. Мне больше нравятся волочильные глазки. Волочить. Способом волочения. Вот. Значит, затем конец фиксируем на том барабане. Здесь у нас растопленная свечная масса. Мы опускаем крестовину, притапливаем фитили и тянем в ту сторону. Когда пропустили весь объем, он, видите, немножко пропитался вот воском, там, свечной массой, да? Пропитался. Мы меняем диаметр глазка и пропускаем в обратную сторону. И так многократно, пока не образуется необходимая заготовка. Вот. Я срезаю этот свечной канат и укладываю вот на эти столешницы. Они у нас поднимаются здесь. И нарезаю на необходимые заготовки. Вот. Заготовочка получилась, но это еще не свеча. Необходимо обнажить фитиль. Правда? Как это мне всего легче сделать? Можно отломать. Можно откусить. Когда я произвожу огромное количество свечей, не надкусываешься, правда? Уже зубов не будет хватать. Самый простой способ — это просто собрать пачку свечей и поднести к источнику тепла. Лишний воск отапливается,
Главное не проспать, а то все свечи расставят. Турист присядет случайно. Вот таким образом пчеловод возвращался не только с медом, но еще и с медом. Так что пчелы это не только ценный мед, но еще и мех. А фамилия какая? У нее от 4 до 7 игровых отверстий. В такую можно свистеть просто, а можно еще играть. А вот это вот профессиональный белорусский народный музыкальный инструмент, который называется окарина. Нам он попал из Италии в конце 19 века. В начале 20-го стал национальным белорусским музыкальным инструментом. На нем можно сыграть любую мелодию. Лявониху будем слушать нашу белорусскую? Получается солошка. Самое настоящее, как будто бы как бы. Ну, собственно говоря, что я хотел рассказать. Сейчас мы нагреем металл до температуры плоскости. Пока не надо. Пока не надо. Сейчас крючок какой-то получается. Сейчас будет нужна ваша помощь. Куда се много зовут играть? Подкова. Ну, помните, может быть, там Лесков был такой писатель русский, да? Он написал такое произведение «Левша». Схема для лошадей. Крышки были летние, были зимние, с шипами. Это было. Мое имя я из Перну, из Эстонии. Желаю всем вам здоровья и прочее. Хорошее здоровье всем. Всем здоровья и доброту. Я Анна из Эстонии, легкого сердца. Легком баром. Спокойной ночи. Ему не надо. Бублики. Вот. Их уже потом переняли со всей территории России. И считается, вот русское блюдо, да? А нет, белорусское на самом деле.
вино хлебное делали, так называли раньше, самогон. Вот. Были свои пивоварни. Виноград здесь не рос в то время, поэтому пользовались тем, что растет. Вот. Ну, про медовуху вы уже пробовали. Говорить не буду. Вот. Здесь у нас происходит следующим образом процесс. Любое крахмал содержащее сырье можно перебродить. То есть мука с добавлением небольшого количества солода запаривается кипятком, при этом крахмал превращается в простые сахара. Такая сладкая сусло получается, которое уже можно добавить дрожжи, и это все будет бродить. Когда здесь не было никого, я привел одну экскурсию. Мужик встал, смотрит, ведро течет, и никого нету. Как так? Как? Вот так вот бери. Вот жалко, в кармане нету кружки. Так взял, сразу бы и выпил. Не просто шкафчик, сюда складывалась готовая продукция. Сейчас можно или не можно? Если только... У нас так, что один друг... В году купил вот эти. Да. Поливуретан, да. Но у меня здесь дикие могут броситься. Поставил сегодня подсолнечник. Немножко будет. Прессованные, пирожковые. Ai a mindara ni tiinissä se veati. Siellä on 2 valettia, se vesinikko ja valmiin. Kun sä lähet nyt, lähdet kirikkoon. Eikö nää paata kuukasta? Спасибо большое. Довезите их до дома. С 1961 года это центр белорусской науки, связанный с аграрным сектором. Именно аграрным сектором больше, наверное, пригодным для
любителей, потому что здесь находится 3 института. Это вот перед вами институт плодоводства, который занимается плодовыми ягодными культурами. Это институт овощеводства, чуть левее зеленое здание, которое занимается овощными культурами. И, в принципе, если вам будет интересно, то, наверное, каждый из вас имеет свой огород, я могу решить вопрос. Вы можете приобрести семена для себя, увеличивать. Только одна проблема. 96%, что если его найдут, его ваши эстонские латыши заберут. Ну, если... Это сады, не знаю, может быть, лет 40, наверное, это не из первых, то есть. Наш отдел значит, располагается на площади в 50 гектар, садов приблизительно 33,5 гектара, из них 21 гектар это яблоня, значит, 7 гектар груша, 2,5 гектара вишня, черешня и 2 гектара слива. Ну, это слива диплоидная и слива домашняя. Алыча и просто слива. Во-вторых, развитие вот именно в этих семьях значительно лучше. Я не буду лезть глубоко в семью. Вот можно сравнить с той, да? По количеству пчелы, то есть значительно мощнее, значительно лучше развиваются. Нет того проблемы, которую я говорил, нет лишней влаги и довольно 15 гектаров малины ремонтантного типа. Всем понятно, что такое ремонтантная малина? Потому что ремонтантного типа, в принципе, с перспективой, и в прошлом году было продано первые, наверное, 5 тонн, продажа на Россию. 15 гектаров, 500 тысяч евро. Участие в ответах на вопросы в газетах и журналах в Беларуси, наверное, нет. Я поясню почему. Ровно отсюда напрямую в 5 километрах находится крупнейший аэродром в Беларуси, аэродром Мачулище, секретный аэродром. Вы киваете голову, вы знаете, да? Это моя работа. Я смотрел, вы единственное, кто тащит время, когда вы пролетали. У меня, это не анекдот покуда, у меня особая любовь к Эстонии, и я все-таки надеюсь, что я попаду в Эстонию благодаря вам, но не так я. Мой отец в 77-78 году служил в Хаапсалу на секретной базе. Нет, ракеты стояли. Ракеты, которые стояли на тягачах. Мой отец служил водителем, который возил солдатиков по всей Эстонии. Они были у вас была фабрика, которая производила мебель в Таллине. Была фабрика, которая делала бумагу или обои на обои. Он очень любит про это рассказывать. С тех пор ни разу не был. Едет машина по дороге, выходит из леса эстонец с грибами, с ведром, и оставит машину, садится и говорит: до Таллина далеко? Говорит: нет, недалеко. Он молча едет. Почти уже час, там Эстонии осталось мало, и он еще раз к водителю: до Таллина далеко? До Таллина уже далеко. Метрополисом. Все, понял? Все, счастливенько. Спасибо большое. То есть мы, в силу того, что у нас есть постоянные покупатели в России, продаем очень много отводков. Знаете, что такое отводки, да? Пчелопакеты. Пчелопакеты продаем в Россию. Это очень хороший бизнес, потому что один пчелопакет стоит порядка от $50. Ну, у нас евро-доллар уже сравнялись, я буду называть в евро. От 50 евро до 80 евро стоит один пакет. 4 рамки, 3 рамки расплода, 1 рамка кормовая. Это улей. Мы их называем бутербродами. Фанера, внутри 3 сантиметра пенопласта. И обвязка. То есть он легкий, теплый, в нем все хорошо. Точно такие анализы были сданы с этого улья. Вы открыли, нашли матку, отставили этот корпус в сторону, взяли обыкновенную разделительную решетку,
Оставили в уголке окошко 10 на 15 сантиметров. Все остальное закрыли пленкой. Либо я оставляю узкую полоску. То есть обыкновенную пленку. Понимаете, что такое пленка, да? Ложите решетку. Наверх матку. И через 15 минут можете нести рамку с личинками. 15 минут. То же самое, только уже вместе, чтобы матка не упала. В сторону. Поставили. И наверх. Одна особенность. Размер этого окна должен быть не больше, чем 10 на 15. Можно 10 на 10, но не больше. Сверху накрыли крышку. Что произойдет? Вся пчела рано либо поздно мигрирует вниз. Потому что там, в данный момент, то есть происходит удивительно. Здесь остается одна пятая пчел. Все пчелы уходят вниз. Вся летная пчела, которая приходит, поднимается, уходит вниз. Летная пчела не участвует в воспитании личинок, ей все равно. Вот в таких семьях я воспитываю 99% своих маток. Это то, что я рассказал. Любовница живет сверху, жена внизу. Эта матка никак не может влиять за счет того, что движения феромона вниз нет. Выход маток идеальный. Да. Вот так. Отобрал этих маток. И для того, чтобы нижнюю матку не убили, такое бывает, что верхняя пчела, зная, что есть свои уже матки, то есть верхняя пчела, зная, что свои матки может уничтожить нижнюю, такое бывает. Я еще раз сказал, где-то процент 1 к 30, 1 к 40. То есть 40 семей воспитательниц она убивает один раз. Ei tea. Aivo, kus on Aivo? Ütleb sulle riistõieline või roodõieline, nagu ta mulle ütleb, seda täpselt ei näe. Я думал, что это из свойства этого генофонда. 60-70 семей разведено, вот по 5 семей кинуты в разных частях садов. Потому что, вы уже убедились, что лучше подвести конкретно в сад, сейчас в 2 словах. Так, не стесняемся, чувствуем себя как дома. В Беларуси используются 2 типа размера рамки. Это типа размер рамки Додана, назовем это так. 435 на 300. Рамка, как она была принята в Советском Союзе, как универсальная рамка для улья. В улье с такими рамками 95% пчеловодов содержат пчел в Беларуси. Как классически 4 проволоки. Почему не натягиваем так? Легко объяснимо, потому что прогибается планка, варианта больше нет. И второй размер рамки, это типа размер как магазина, либо надставочная, будьте добры, подайте. Каустическая сода. Каустическая сода. Каустическая сода есть одна проблема, согласитесь, это опасно. Даже очень опасно. Мы с Максимом Черником разработали новый способ обработки рамок для условий Беларуси, который имеет минимальные проблемы. Кстати, вот именно эти рамки обрабатывали. Если можете обратить внимание, они немножко даже начали отбеливаться. То есть, как после каустической соды, видите? Да. Немножко посъедало. Вот в этой баночке. Ничего нового мы не изобретаем. Сюда 5 рамок. Это 3% перекись водорода. Ее хватает в магазинах, в аптеках, можно купить техническую. На 1 литр перекиси водорода 50 грамм муравьиной кислоты. Это смывают и сеют. Показывает нулевое осеменение. То есть эта рамка идеально чистая от всего. Сколько воды? Минуту. Нет, а воды сколько туда? Она полная, эта ванночка полная. 10 литров. Грубо говоря, вот так. Сколько накидал? Здесь мыть не надо, потому что перекись водорода, соединяясь с воздухом, образует воду и водород. Муравьиная кислота разрушается на кислород и на эту. То есть
Вот это вот я беру руками, видите, после обработки никто их не мыл. Это очень просто, легко работает. Это первое. И второе, у перекиси водорода есть то, чего нет у другого. Это любой раствор флюорината, любой раствор амитразы, который вводится в литок и впрыскивается, не впрыскивается, плохое слово, вводится в виде аэрозоля. Очень мелкого аэрозоля. Очень качественного. И лечебный эффект просто великолепный. В дуплах старых, особенно на болоте деревьев, будет почти чистая среднерусская порода пчел. Почти чистая. Потому что агрессия этих пчел не поддается сомнению. Я вам больше расскажу, что я в прошлом году помогал другу переселять таких семей, наверное, 40 в Мстиславском районе Могилевской области. И не было даже дымаря. Я его кинул на третьей семье, потому что его эффективность была равна нулю. Немножко отгреб от лицевой сетки рукой, чтобы было видно, что делаешь. Я не преувеличиваю, снова даю. Отгреб немножко, поработал, снова отгреб. Отдал дым, они еще больше поднялись и еще хуже облепили. Ну это серьезно. Это мы пытались поменять маток. Это и осталась попытка. Из 39 подсаженных маточников они разгрызли 38 и маток выкинули. То есть из 40 семей мы нашли 39, в одной поменяли, остальные сами себе вывели маток. Это тоже красиво.
Да. Так, наша группа, Сергей, хочет тебя благодарить за то, что ты так много потратил свое время и с нами все время ходил и нас помогал, и показывал, и рассказывал. И потому мы хотим тебе на память подарить такую тарелку. Мне очень дорог ваш подарок, потому что действительно это душа. Это душа человека, который болеет нашей неизлечимой болезнью, да, и который не только занимается пчеловодством, но еще талантлив в другой области. Очень рад, что мне удалось встретиться с этой группой. Ну, и... Ma ei tea, mitmeni nad loevad, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mis koht see siis on? Mis asjad olid? Parud, no siin juba. Siin on juba 4. Sa ühte vahepeal ei näinud, see oli 4. Ma magasin. Ahah. Это вот нуклеус, как говорится, домик для вывода маток. Вы, наверное, знаете, у вас тоже это есть, наверное, или нет такого? На какую работаете рамку вообще? Какая система? Варра. А? Как разогретый мы. То есть именно... Kus kohas? Mis see eliksiirid seal on? See, ma räägin sulle, et see on see, noh, samakas. И сколько от этого количества будет напиток? Напиток, вот оно и есть. Можно подсоединять, как его, охладительный, вот как пиво или воду делают, да, охладитель такой сразу с холодильника, то есть ты циркуляцию делаешь вокруг, происходит это смешивание, все делаешь. Также можно делать, как пергу добавлять, пыльцу добавлять в этот крем, тогда еще вкуснее становится, то есть когда добавишь или пыльцы, или перги.
Я прополис еще добавляю. Что такое прополис? Они как... Благодарим, Да не что за ты что, нас что так вы. это прямо принял, так экспромтом и показал, и рассказал. Что не было так. Вот. Быстро Так что от получилось. нас. Спасибо вам. Держали пороховой склад. Видите, пороховой склад в 1710 году. Взорвался. Его разнесло. Под стеклом это вот какая плитка давается. Мы выложим. Это вот фундамент, то, что осталось. Ну, сюда вот бросают монеты, приходят, вот туристы приезжают.
väga palju. Väga palju. Nii ma tänan. Mis kingituseks täis. Tähendab sellises piirkonnas, kus majandus on viletsamal järjel ja kus on rohkem Vene piirkond, see Taugapilsi poole praegu läheme. Teed on ka siin viletsamad ja kus on natuke rohkem aega. Kui te alles alustate oma tootmist? Ütleme, see hüdroksumetüülfurfuraali madal tase ja niiskus madal ja et meil võiks ollagi meie bränd, et paremate normidega mesi. Nüüd üks küsitlus, kui palju võiks olla? Siis ongi, paneme selle, ütleme, tavaanalüüsi, ärme neid piire väga karmiks venita ja tuleb juurde see mesile asukoha teema. Täiega. Aga milleks siis üldse teha analüüs? Milleks raisata ei, aga kui sa tahad müüa, kuule, kui sa tahad müüa laadale või kuhugi tahad müüa, siis oleks ikkagi viisakas, kus on analüüs tehtud. No aga siis kõlbavad sulle Euroopa normid ka. No, aga... Milleks sulle siis neid norme karmimaks teha? Ei, aga miks mitte, me saame kliendile seda aspektina ju ette käia. Et näed, Euroopa lubab 40, aga meie oma 10. Ja siis?